Добрый день, уважаемые жители Сулейман-Стальского района. Сегодня наша программа посвящена такой актуальной проблеме, как неуклонный рост числа больных бронхиальной астмой. Бронхиальная астма – это заболевание, при котором происходит воспаление в бронхах, чаще аллергенной природы. Это воспаление вызвано не микробами, а воздействием на организм человека различных факторов. Это могут быть аллергены, различные производственные, профессиональные раздражители. В результате такого воспаления выделяются различные вещества, которые приводят к спазму бронхов, их отеку, накоплению слизи, в результате чего у человека, болеющего бронхиальной астмой, возникают такие симптомы, как тяжесть в грудной клетке, кашель, одышку, затруднение дыхания, иногда даже могут быть приступы удушья или кашля. Больной принимает вынужденное положение, сидя, слегка наклонившись вперед и опираясь руками о край кровати. На расстоянии слышны сухие свистящие хрипы. Приступ заканчивается отхождением стекловидной вязкой мокроты. Спровоцировать приступ астмы могут различные факторы, причем у каждого человека они разные. Одни, например, начнут задыхаться, если пройдут по коридору, в котором накурено, другие, если выйдут на мороз, третьи, если съедят орехи. При этом больные вне приступа жалоб не предъявляют. Бронхиальная астма является серьезной глобальной проблемой. В мире насчитывается около 300 миллионов больных бронхиальной астмой. Ежегодно умирает около 180 тысяч человек. Бронхиальная астма по частоте стоит на 5-м месте после сердечно-сосудистой патологии, инсульта, рака и сахарного диабета. По мнению ученых, во второй половине века каждый второй ребенок будет болеть бронхиальной астмой. Медикам до сих пор неизвестно, почему же развивается астма. Считается, что у некоторых людей есть генетическая предрасположенность, которая срабатывает в ответ на воздействие внешних факторов. Это могут быть аллергены, например, пыль, пыльца растений, шерсть животных, лекарственные аллергены, табачный дым, механические и химические раздражители, загрязнение воздуха, хронические инфекции и так далее. Диагностируется бронхиальная астма на основании жалоб пациента, осмотра, а также данных инструментальных исследований. Если у человека появились беспричинные хрипы, жалобы на одышку, кашель, сухие свистящие хрипы, то это повод обратиться к врачу. Врач во время осмотра уточнит, есть ли у вас другие патологии дыхательной системы, была ли астма или аллергия у родителей, у ближайших родственников, какие симптомы появились первыми, появляются ли они ночью, мешают ли спать. Также врач послушает дыхание и проведет тесты на оценку функции дыхания, это спирометрия и пикфлометрия. Во время процедуры человеку предложат сделать глубокий вдох и выдохнуть в специальный прибор, который покажет объем воздуха и скорость, с которой человек его выдыхает. Неотложная помощь при приступе бронхиальной астмы должна быть оказана незамедлительно. У каждого человека, больного бронхиальной астмой, должен быть с собой ингалятор с бронходилатирующим веществом. Если ингалятора нет, следует немедленно вызвать скорую помощь. Пока бригада едет, следует открыть окна, чтобы обеспечить приток свежего воздуха, расстегнуть стесняющую одежду. Лучше посадить человека на стул, чем укладывать его на спину. Кроме того, можно дать антигистаминный препарат, если приступ вызван аллергией. Правила первой помощи при приступе бронхиальной астмы должны знать все близкие и родственники пациента, чтобы при необходимости оказать скорую помощь. Предотвращать болезнь всегда легче, чем лечить. Поэтому не менее важна профилактика бронхиальной астмы. Профилактика бывает первичной и вторичной. Первичная профилактика направлена на предотвращение появления заболевания. Она включает закаливание и укрепление иммунитета, гипоаллергенную диету, отказ от вредных привычек,
Частые прогулки на свежем воздухе, проживание в местности с благоприятной экологической средой, минимальный контакт с химическими веществами в домашнем обиходе. Вторичная профилактика подразумевает комплекс мер, которые направлены на облегчение самочувствия пациента, на предотвращение обострений и осложнений заболевания. Вторичная профилактика заключается в устранении хронических патологий, чаще со стороны дыхательной системы, исключении контактов с аллергенами, регулярном проветривании, влажной уборке дома, исключении предметов, склонных к накоплению пыли. Это ковры, паласы, старая мебель, мягкие игрушки и так далее. Бронхиальную астму еще не научились полностью излечивать, но можно и нужно ее контролировать. А для этого важна ранняя диагностика заболевания, которая невозможна без прохождения своевременной диспансеризации. Для этого вы можете обратиться к своим участковым врачам-терапевтам, которые при необходимости проконсультируют вас с узкими специалистами – аллергологом, пульмонологом, дерматовенерологом. Берегите себя и свое здоровье. Благодарю за внимание.